Свое творчество я начал с того, что долгое время изучал школы миниатюр. И одна из этих школ — это школа Гератская, в которой был главным художником и руководителем библиотеки Шаха Камалидин Бехзод. Я долгие годы, около 20 лет, занимался тем, что копировал произведения миниатюр разных школ. Но больше всего к моему сердцу больше интерес проявила школа Камалидина Бехзода, Гератская школа. Это одна из его работ, она называется «Купальщицы». На ней красиво изображен дворец, пейзаж, бассейн, в котором купаются девушки. Все это очарование, вся эта прелесть цветов для меня стало вдохновением, что я уже в дальнейшем стал подражать и изображать в своих миниатюрах те качества, которые были присущи Гератской школе. И это одна из работ, которая вдохновляла меня и вдохновляет до сих пор. Это фрагмент работы, где изображены Абдурахман Джоми и Алишер Навуи с писателями и поэтами XV века. Чем она интересна была для меня, что Камалидин Бехзод, он также считается великим портретистом XV века. Здесь он изобразил очень точно и красиво ихние лица, ихние выражения. В каждом лице он изобразил именно того человека, который жил в те времена и в ту эпоху. Поэтому я считаю, что Камалидин Бехзод, он как бы Рафаэль Востока, который передал нашему поколению свое искусство. И мы стараемся подражать и продолжать это искусство. Это копия работы, которую я сделал с произведения Камалидина Бехзода. Эти 4 миниатюры я создал по произведениям Низами Ганджави «Хамса». Здесь изображение каждой поэмы. Например, эта поэма — это Искандар Македонский, эта поэма Хусрау Ширин, следующая поэма Бахрам Гур, и еще одна из поэм — это Лайли ва Маджнун. Я старался передать атмосферу и использовать технологию Гератской школы в этих работах. В этих работах я использую технологию и краски, которые используются в древности. Также я могу объяснить то, что в миниатюре не существует пространства, не существует перспективы, не существует света и теней. Также здесь я показываю то, что из рамки могут выходить горы, деревья, как бы получается пространственный выход из картины. Также делается обрамление вокруг миниатюры, создаются либо орнаменты, либо вот такие вот изображения акварельные, тонкие, изображения растений. Ну, также я использую технологию древности. Я беру пигменты и создаю краски, перетирая пигмент с яичным желтком, что придает краскам долговечность. И краски сохраняются намного лучше, и как бы это технология древности. Эта работа называется «Лейли Меджнун в школе». Это сделана переработанная работа, которую я видел в работах Камалидина Бехзода, и переработал ее. Я как бы здесь переместил местами людей, добавил вот этот хаос,
где дети играют с рыбками, и как бы изменил композицию. Но я отталкивался именно от работы Камалдина Бейгзода «Лейли и Маджнун» в школе. И это переработка его миниатюры. Миниатюра — это вообще относится к иллюстрациям. В древности рукописи заполняли иллюстрации, которые делались миниатюристами, и работа велась очень сложная, книги обрамлялись узорами, орнаментами, и миниатюристы создавали великие произведения. Камалдин Бейгзод также работал в библиотеке Шахской и создавал миниатюры к произведениям великих писателей и поэтов древности, таких как Рудаки, Джами, Фирдавси и Алишер Наваи тоже. В серии вот этих работ, которые я создал, это работы посвящены Камоле Худжанди, у которого прошел юбилей. Я также занимаюсь тем, что создаю иллюстрации к книгам. Миниатюра, она сама по себе сложная техника, потому что она мелкая и очень требует много затрат. Много времени приходится работать с тонкими деталями. Это как бы каждая деталь должна быть закончена. Тем и миниатюра отличается, что каждую деталь надо завершить и показать все мельчайшие нюансы. В этих миниатюрах, которые я написал к юбилею Камоля Худжанди, я старался изобразить его жизнь в молодости, в средние лет, в старости. Вот в этой миниатюре я изобразил его с его друзьями на лоне природы, где они беседуют о поэзии и читают стихи друг другу. Вот его друзья, они за Дастарханом, здесь течет ручей, пейзаж изображен таджикский, видите? Горный козел на горе. И пейзаж, и вот это я старался изобразить именно атмосферу Таджикистана. Я стараюсь вообще в своих работах передать атмосферу Таджикистана, природу Таджикистана, богатство нашей страны. В своих произведениях, которые я уже создаю, и стараюсь изобразить наши праздники, наши обряды, да, наши ритуалы. Вот ряд работ, в которых я изобразил праздники. Это одна из моих миниатюр, которая называется «Иди Курбон». Я постарался изобразить ее в национальном колорите. Я изобразил мечеть в Кишлаке, жилища. Люди покупают баранов, ведут домой, готовятся к празднику. И у всех хорошее настроение. Поэтому я постарался изобразить интересно. Я изобразил машину, я изобразил уже некоторые вещи, которые уже подходят к современности. Но одежда и все остальное, которое принадлежит таджикской культуре, я старался изобразить как есть. Ихнюю одежду национальную, чапаны, тюбетейки, чалма. Все это до сих пор в нашей культуре присутствует. В детстве по нашим улицам ходили циркачи, народный цирк был. И мне это было очень интересно. Мы с удовольствием смотрели, как Дорбоз ходил по канату, как клоуны развлекали народ, был смех, было весело. И в этой миниатюре я постарался изобразить именно национальность, национальный цирк таджикский наш. Вот также я постарался изобразить, что это происходит на природе. Природа Таджикистана, она богатая. Здесь у нас горы, ручьи, вода чистейшая. Поэтому мне хотелось изобразить праздник. Когда рождается ребенок, это большой праздник в семье.
И также я считаю, что праздником было то, что ребенка в первый раз завязывали гагора, люльку. И в этой же миниатюре я постарался изобразить этот праздник. Ребенка завязывают гагора, приходят гости, готовятся угощения, звучит музыка народная, вокруг веселье, праздник, дети играют, вокруг счастья, потому что на свет появился ребенок. После участия за рубежом в международных выставках и фестивалях я видел работы многих художников современных, которые работали в разных жанрах и стилях. И мне пришла интересная идея создать миниатюры в современном стиле. Миниатюра как миниатюра, но окружение я постарался сделать модерн, как бы современный стиль. И я не знаю, вот я поставил на суд зрителей 3 своих работы. Вот вы видите результат. Эти работы, они посвящены произведениям эпоса Фирдауси Шахнаме. Я постарался здесь изобразить эпос Шахнаме, но уже в более современном контексте. Вот эта работа называется «Хушанг и огонь прогресса». Почему я так его назвал? Потому что в Шахнаме описывается, как Хушанг бросил камень в дракона Аждагора. И из камня появилась искра, и загорелся огонь. И Хушанг передал этот огонь народу. Народ стал жить хорошо, обогревать жилище, готовить еду. Я так думаю, что подумал так, что все-таки огонь, после того, что появился огонь у человечества, произошел прогресс. А прогресс — это что? Это то, что мы в современности уже имеем. Это выход в космос, это современная жизнь, современное жилище, это технологии современности. И вот огонь — это как бы прогресс. Я и Сарнос Уджиева создали это произведение. Здесь как бы мы преподали в современном стиле. Здесь существует и миниатюра, и современная технология, модерн. Эта работа называется «Возрождение». Мы здесь изобразили женщины Востока, такие как, вот, скажем, пнижкинские росписи, древние каменные женщины, изображение богини греческой, которая была во времена Александра Македонского, присутствовала в Таджикистане. Также здесь фрагмент из миниатюры Камудина Бехзода, купальщицы. Также золотые изображения амударинского клада. Все это мы постарались объединить в одну композицию. Здесь как бы и древность, и современная технология изображения. Цель нашей выставки — то, что здесь я представил свои работы и работы 8 моих учеников, в том числе моей дочери Камоловой Буну. И я думаю, что цель выставки в том, чтобы показать, что миниатюра в Таджикистане существует, и чтобы было дальнейшее продвижение нашей таджикской миниатюре в Таджикистане и в мире, чтобы знали, что существует и действует искусство миниатюры на нашей родине.
Я участвую так же, как и мой папа, на выставке миниатюры и со всеми его учениками. И тут представлены мои работы. Тут есть и копии, и мои собственные сочинения, моя собственная фантазия. Вот, например, одна из моих работ по мотивам классической книги «Шахнаме» Фирдауси. Тут на моей картине изображено, как отец Рустама, великого Рустама, Золь, пришел свататься к Рудобе, к своей невесте. Со всеми почестями, к ее отцу пришел, и вот Рудоба как бы говорит свое «да», дарит ему цветок. Но это чисто моя фантазия, то, что я читала. Художник изображает свое видение мира, свою картину. И вот моя новая картина, она началась с того, что я изобразила фрагмент картины папы, миниатюры, «Пойга Бек», которая получила первое место на фестивале в Иране. Идея была такова, что вот он изобразил лошадей, и вместе с лошадьми велосипед. А от велосипеда пошла идея на мотоциклы. Вот в облаках это означает идея того, что еще не воплощено. Постепенно с идеи перешло на реальность, и с реальности постепенно стало усовершенствоваться и усовершенствоваться мотоциклы. Мотоцикл – это как бы символичные лошади, лошадиные силы. И в конце мотоциклы летят к солнцу. Колесо означает скорость, крылья означает свобода, полет в свободу. Эту картину ко мне пришла идея после посещения института Берлина, БАИ, где я обучалась и повышала квалификацию. И после поездки в Берлин мне появилась идея современность смешать с классикой.